Есть еще одна очень интересная мысль, которая проскальзывает во многих выступлениях в этой самой благосфере. Э, Существует, высказывается такое мнение, что никаких татар вплоть до 20-го года 20 века вообще не существовало. Что было некоторое такое мусульманское аморфное сообщество, и только после того, как возникли советские республики, и начинается, собственно, национальное строительство, которое и привело к формированию башкирской нации, татарской нации, ну и целого ряда других. А вот те народы, которым не посчастливилось обрести вот эту государственность, они, дескать, вот оказались в таком приниженном положении, и эту ситуацию сейчас нужно исправлять и придать им, ну, какую-то территориальную однозначность, какую-то территорию выделить для, ну, каких-то национальных районов, республик, я не знаю. Здесь мне кажется, что люди подменяют понятия и стараются сказать о некоторых вопросах, которые не совсем они компетентны. Вот в этой связи я вспоминаю даже вот из тех выступавших, о которых мы говорили, они часто используют термин «казанские татары». Вот на самом деле никакого такого термина у нашего народа нет. Это такая научная категория, используется для описания каких-то конкретных групп, но как могут быть татары казанскими, когда многие татары, скажем, татары Мишария, татары приуральские, живут настолько далеко от Казани, никакого отношения к Казани не имеют, и такого понимания у них и нет, они себя просто называют татарами. Вот в этом плане, поэтому, если, так сказать, в историческое прошлое обернуться, то мы во всех татарских ханствах, вот возьмите хотя бы русские летописи, находим татар. Русские летописи полны наименованию татар. Актовый материал того времени дают ту же самую картину. Посольские документы тоже самое говорят о татарах. И это ведь явление совершенно не новое. Даже вот, скажем, для периода XIV века, когда русские летописи говорят о Булгарском вилаяте, там упоминают две группы населения – татары и бисермени, мусульманское население. То есть вот татары – военнослужилое население, и бисермены – это ясачное население. То есть татары, они существовали все время, пока Золотая Орда существовала, и даже еще раньше. Поэтому те люди, которые отрицают наличие татар, они просто или же исходят из своих узких идеологических соображений, как бы оттереть татар из истории. Но это вообще невозможно, потому что татар в истории полным-полно представлены. Это может быть башкир трудно найти в средневековых документах, а татар ты найдешь на каждом шагу. Или же они просто не понимают вот, процесс развития, каким образом татарская этническая общность, она, начиная с золотоордынского времени, сформировалась, как она потом развивалась, какие этапы трансформации происходили и как дожила до стадии формирования национальной общности. Но могу сказать, что любой грамотный человек может почитать труды, которые написаны и в Казани, и в других местах о формировании татар, об их истории. И там весь этот процесс описан, и поэтому стараться не видеть вот того, что написано, это, я думаю, что с точки зрения ученого просто недальновидно, потому что, в конце концов, ведь фактический материал, он всегда побеждает любые ваши идеологические построения. Зря вы стараетесь татар не видеть. Они не просто есть, они еще долго будут, поэтому некоторые вот такие этноактивисты, которые якобы таким образом татар исключают из исторического процесса, они очень даже заблуждаются.